таджики могут лишиться всех своих сбережений. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая опасность рядом с нами. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. В последнее время увеличились риски хищения денежных средств с банковских счетов граждан. Специалисты банков связывают это с появлением в последнее время нескольких новых мошеннических схем. Из всех возможных путей получения ваших средств мошенниками специалисты исключают возможность транзакций без участия владельца карты. То есть исключается возможность варианта взлома вашего банковского счета хакерами. Эксперты уверяют, что система любого таджикского банка достаточно надежна, чтобы допустить такое. Если каким-то образом клиент банка стал жертвой мошенников, то специалисты в первую очередь выясняют, какие данные клиенты попали или могли попасть в руки мошенников. Чаще всего клиенты сами выдают свои банковские данные, номера карты, пин-коды, пароли мошенникам. Мне позвонили какие-то люди и представились моими знакомыми. Они четко и точно знали, кто я, мои данные, где и кем я работаю, о моей семье, об общих знакомых и прочее. Так они изредка звонили и разговаривали, а я из чувства вежливости не грубила. Вдруг через 2 недели они позвонили мне и попросили меня срочно перевести деньги на покупку стиральной машины для моей дочери 1700 самани. Я хотела дать им наличности, но они попросили данные с карты. Я по неосторожности сказала им данные. Потом выяснилось, что моей дочери деньги не были нужны, а с моей карты украли 8000 самани, рассказала одна жертва. Женщина выявила пропажу лишь через месяц. Она обратилась в банк, и там ей объяснили, что деньги были переведены на другой счет, о котором она даже не знала. Потом ей пришлось обратиться в районное управление МВД, но и там ничего не смогли сделать. У меня дома несколько компьютеров. С помощью банковской карты я оплачиваю обновление ключей для антивируса моих компьютеров или еще какие-то платные сервисы. Туда я вношу данные карты и плачу около 800 или 2000 самани, в общем, за все. Год назад с моей карты пропали 19 415 самани. Как выяснилось, какой-то сайт или сервис украл с моих счетов эти деньги, говорит сотрудник одной международной организации Алишер Сафаров. Эксперты объясняют, когда ваши данные попадают в руки мошенников по вашей же вине, банк не несет ответственности и не компенсирует вашу потерю. В среднем каждый месяц в МВД обращаются с жалобами на мошенников около 15-20 человек. Это число жертв только из столицы. Потом выясняется, что жертвы сами давали свои банковские данные мошенникам по неосторожности и невнимательности. Ни банк, ни МВД не несут после этого ответственности и ничем не могут помочь, говорит сотрудник МВД. А вы или ваши знакомые попадали в подобные ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Существует множество путей получения ваших данных. Через специальное приложение. В интернете, в Play Market или App Store есть тысячи приложений, с помощью которых любой может узнать ваши данные, кто вы и откуда. Из соображений безопасности не стоит называть все приложения, которыми пользуются мошенники, но одно из безобидных приложений – это GetContact. Если вы скачали это приложение и среди ваших телефонных контактов есть те, кто тоже пользуется этим приложением, то оно открывает доступ к контактам этого пользователя. Чаще всего пользователи сохраняют свои контакты с отличительными приметами, например, Иванов Иван – бухгалтер, Абдулаев Абдуло – банк, Эшматов Ташмат – бизнес и тому подобное. Таким образом, мошенники могут получить дополнительную информацию о вас и, как в случае, приведенном в примере, знать какие-то данные о ваших знакомых. Шаг второй. Через социальные сети. Получив вашу фамилию, имя, отчество, через приложение можно поискать ваши данные в поисковике социальных сетей, где мошенники могут получить сведения о ваших интересах, друзьях, родственниках, ваши фотографии, узнать место работы и тому подобное. Таким образом, мошенники овладевают всей нужной информацией, чтобы войти в ваше доверие. Шаг третий. Звонок от имени близкого человека. Мошенники, вооруженные данными, звонят вам от имени знакомого для вас человека или пытаются убедить вас, что вы сами давние знакомые. Шаг 4. Процесс обработки потенциальной жертвы и тяжелый случай. Процесс обработки идет, как правило, около месяца. После выяснения, что этому вашему якобы другу срочно нужны деньги для спасения или еще что-то, жертвы нередко ведутся на обман и дают банковские данные, чтобы перечислить деньги. Но, конечно же, есть и другой вариант получения ваших банковских данных. Это фишинговые сайты и программное обеспечение. Фишинг – это противоправное действие, совершаемое с целью заставить то или иное лицо поделиться своей конфиденциальной информацией, например, паролем или номером кредитной карты. В интернет-ресурсах таких фишингов тысячи. Профессиональные мошенники со знанием программирования клонируют интернет-сайты и ПО, и можно клонировать любой сайт и любое приложение. Представим, что кто-то клонировал сайт таджикского энергохолдинга Барки Тачик или же всем известный Самон TG.
Клонировав этот сайт или ПО, мошенники могут выложить объявление о каких-то возможностях банковских платежей или переводов, куда можно вводить банковские данные и совершить транзакцию от вашего имени. Клон сайта, дизайн сайта почти ничем не будет отличаться от подлинника, кроме как небольшой незаметной разницей в названии. Фишинг-сайт может объявить об оплате за электроэнергию через сайт компании, а жертвы могут повестись на уловку, введя свои банковские данные. Вышеупомянутый Алишер Сафаров передал мошенникам свои данные через фишинговый ПО антивирус Total Security 360. Он хотел обновить ключи и версию антивируса. Но как же от этого застраховаться? Максимально эффективный метод защиты от фишинга не придумали. Но есть несколько рекомендаций от профессиональных экспертов по кибербезопасности. Против фишинга любого сайта или ПО есть специальные структуры или сами компании, которые борются с мошенниками. Все приложения выкладываются в специальных сервисах Market или App Store. Если вы попали на фишинговое ПО или приложение, нужно обратиться в сервисы, и они удалят этот фишинг. А чтобы не стать жертвой мошенников, скачивайте нужное приложение у надежных и проверенных источников, рекомендует директор офиса лаборатории Касперского в Казахстане, Центральной Азии и Монголии Валерий Зубанов. А как вы относитесь к тому, что в последнее время очень много стало мошенников в интернете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!